Здравствуйте, девчонки! С вами снова Адель и Юля. Привет! Мы рады приветствовать вас в нашей мастерской программы «Зеркальце». Девочки, надеюсь, вы провели лето с пользой и набрались сил для нового учебного года. Ну, Адель, судя по твоему загару, лето было прекрасным, и ты зарядилась энергией для новых свершений? Да уж, начались веселые школьные будни. Но это же не повод для уныния. Конечно же нет. Новые предметы, знания и мои любимые одноклассники. А еще в новом учебном году вас ждут новые выпуски программы «Зеркальце» для самых стильных девчонок. Девочки, давайте дружить дальше. Готовясь к тому или иному школьному празднику, многие девчонки хотели бы купить фартук. Кстати, Адель, у вас в школе форма обязательно? Да, я тоже ношу школьную форму. У меня есть уже один обычный белый фартук, но мне хотелось бы приобрести гипюровый или атласный. Но в магазине встретишь такое редко, то форма не та, то размер не подойдет. А если заказать в ателье или в интернет-магазине, очень долго. Самое простое решение – это сделать фартук своими руками! И мы сегодня это сделаем. Пока мы готовим все необходимое для нашей работы, наш сундучок-всезнайка расскажет вам о истории появления школьной формы. Наши родители, конечно же, прекрасно помнят свои школьные годы. Синие костюмы двойки у мальчиков, чопорные коричневые платья с белыми манжетами, черные и белые фартуки у девочек. Точная дата введения школьной формы в России – 1834 год. Девичья форма была утверждена в 1986 году, и в результате появился первый наряд для учениц. Это был весьма строгий и скромный наряд, те самые знакомые коричневые платья и фарточки. Именно эти костюмы явились основой для формы советских школ. Итак, для нашего фартука мы взяли вот такой гипюр. Длина у него 1,5 метра, а ширина 1,10 м. Цвет и материал можете выбрать по собственному желанию. Еще нам понадобится сантиметровая лента и косая бейка. Ну, конечно же, иголки, нитки и швейная машинка. Итак, девчонки, шаг номер 1. Берем ленту и снимаем мерки. Первая мерка – это талия. Так, 58. А второй шаг? А второй шаг измеряем длину лямки. От талии, через плечо и до талии. 80 сантиметров. Записываем. И наша последняя мерка – это длина юбки. Длина нашего фартука. Я хочу, чтобы было чуть выше колен. Хорошо. Так, получается у нас 35 сантиметров. Забыла совсем еще одну мерку. Это расстояние от лямки до лямки. Или кокетка. 20 сантиметров. Ну вот, мерки сняты. Теперь выкладываем нашу ткань. Мы ее сложили в 2 раза в длину. И теперь отмеряем 12 сантиметров наших будущих лямок. А почему 12 сантиметров? Но это не совсем лямки, это оборки для наших лямок. Мы же делаем праздничный фартук. 12 сантиметров это с условием всех припусков. 12 сантиметров отмеряем. Отмеряем 2 раза. У нас же 2 лямки, 2 волана. Так, это получается 100 минус 24. 76. Правильно. Отмерили 2 лямки. Вот я нарисовала одну лямку, точнее волан. Теперь рисуй вторую, у тебя это легко получится. Ой, мы забыли подставить точки наверху. Да, действительно. 12 сантиметров. Вот здесь точка. Вот. И отчерчиваем нашу вторую лямку. У меня нормально получается? Ну, конечно, мы же точно поставили мерки. Все. Можно резать. Давай, помогай мне придерживать ткань с этой стороны. Один волан готов. Ну а тебе второй.
Воланы для лямок готовы. Теперь выкраиваем сами лямки. 3 сантиметра сама лямка, 3 плюс 3. 6. И еще на припуске, итого 7,5-8 сантиметров отрезаем. 8 раз, 8, 2. И то же самое наверху. 16 сантиметров, 8 раз. А почему по 8 сантиметров? Лямка же она узкая. Ну, мы же только с тобой посчитали. 3 плюс 3, она двойная. И плюс на припуске. А, ну вот, заодно и вспомнили математику. В нашей мастерской и математика, и черчение. Все пригодится. Вторая лямка за тобой. Готово, теперь отрезаем. Опять нужно придерживать ткань, чтобы она у нас не скользила. И все получилось ровно. Все. Отлично. Теперь краим сам фартук. Подол или юбку нашего фартука мы выкроем в самом конце. Сейчас нам нужны детали. Лямки, манжеты, оборки у нас уже готовы. Теперь нам нужен пояс. Поясок мы со всеми припусками возьмем 10 сантиметров. 10 плюс 10. 20. Да, это легко. Эти детали у нас тоже идут попарно. 2 штуки. У нас же 2 банта. И тут чуть-чуть не видно. Так, сделаем, чтобы было видно. И теперь отмеряем то же самое наверху. Придерживаем линейку, чтобы было все ровно и четко. Вот наша мерочка. И вторая деталь. Так, где наша мерка? Вот она. Ну и опять берем ножницы. Теперь ты начинай первая. Вроде бы все. Да, все детали готовы. Теперь основа фартука. Берем линейку, смотрим наши записи. Длина юбки у нас 35 сантиметров, чуть выше колена. Итак, прибавляем еще по 2 сантиметра на припуске. Сколько будет? Будет 39. Совершенно верно. Отмеряем. Так. Меточка готова. И снизу то же самое. Придерживаем ткань, чтобы было все четко ровно. Вот подол нашего фартука. А он должен быть таким широким? Мы его убавим, конечно же, но оставим для пышных, красивых, праздничных складочек. Итак, нашу талию мы делим на 3. 58, ну приблизительно 60 с припусками. Делим на 3, сколько будет? 20. Конечно, 20 сантиметров. И столько же мы убираем. Ну вот мы убавили подол нашего фартука на 20 сантиметров. А это же столько, от лямки до лямки. Точно. Глаз алмаз. Давай сложим эту деталь в 2 раза и примерим, подойдет ли она нам для кокетки. Так, ну еще нужно убрать 3 сантиметра. Измеряем. И отрезаем. Ну вот, все наши детали готовы. Итого 8 деталей. Кстати, Адель, а ты отличница или троечница? У меня 2 четверки, но в этом году я поставила себе цель стать отличницей.
Для начала обрабатываем наши воланы косой бейкой, прошиваем их на машинке. Теперь берем наши лямки и отмеряем 80 сантиметров по нашим меркам. И соединяем с оборками. Край кокетки мы тоже обработаем косой бейкой. Наша кокетка готова, теперь соединяем ее с лямками. Просто внахлёст и даем строчку. Теперь берем пояс и присоединяем его к нашей кокетке. Настал черед подола. Вначале мы его присоединяем при помощи иголочек. И последняя строчка на машинке. И практически фартук готов. Я носила школьную форму все 10 лет. Особенно в начальных классах у нас были пышные красивые белые фартуки. Ну и, конечно же, последний звонок я встречала в таком же ярком праздничном фартуке. С белыми бантами. Сегодня был отличный мастер-класс. Думаю, девчонки бы позавидовали. Мне тоже очень нравится твой фартук. Думаю, мы сделали его на круглую 5 с плюсом. Кидайте свои фотографии в нашу группу ВКонтакте, а мы устроим там конкурс фотографий. Лучшие фотографии, конечно же, выйдут в эфир, а победительницу пригласим на мастер-класс. Увидимся в зеркальце! Пока!